34 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана. В Альметьевске отметили памятную дату. Слава нашему солдату Российской Федерации и Советского Союза. Они были преданы Родине до конца, и никто не забыт. Как вспоминали тех, кто погиб во время боевых действий за пределами отчизны. Станция «Военный граммофон», азбука Морзе и другие приключения лениногорских студентов. Соревнования на военный лад. Эта локация называется «Полоса препятствий». После игры обед на полевой кухне и подсчет результатов. Кто оказался самым быстрым, ловким и эрудированным? Гордость татарского народа. В Альметьевске почтили память героического поэта. Главный подвиг еще и заключается в том, что он один из многих фронтовых поэтов, писателей, которые оставили память о том времени и память о людях. Он прославлял силу слова и проявлял храбрость даже в немецком плену. Как прошел митинг памяти в Нефтеграде? Здравствуйте! Это новости Юго-Востока Татарстана. О самых важных и интересных событиях расскажут мои коллеги и я, Катерина Машинцева. Сегодня отмечается День памяти военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата выбрана не случайно. Ровно 34 года назад последняя колонна советских солдат покинула территорию Афганистана, выполнив все поставленные боевые задачи. Память соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине, почтили и в Альметьевске. Как это было, расскажем в сюжете. Эти залпы произвели сегодня на площади памяти в честь участников афганской войны, российских и советских военнослужащих, в разные годы тушивших горячие точки за пределами нашей Родины. Их подвиг сегодня вспоминают по всей стране. Памятная дата связана с выводом советских войск из Афганистана 34 года назад. Вечная память тем ребятам, которые выполнили свой долг с честью и достоинством. Слава нашему солдату Российской Федерации и Советского Союза. В память о воинах-интернационалистах состоялось возложение цветов к мемориалам. В торжественном митинге участвовали ветераны боевых действий, представители ветеранских организаций, родители не вернувшихся с войны солдат, а также школьники. Ребята держали портреты бойцов в знак того, что память о них жива. Действительно, они живы, пока мы их помним. Огромное им спасибо. И просто спасибо. Слова благодарности прозвучали и в адрес тех, кто сегодня находится на линии соприкосновения. С честью и достоинством выполняет свой долг в специальной военной операции. Каждый альметьевец, который был призван сегодня уже, к сожалению, защищать свою страну с оружием в руках, также несут в себе пламя освобождения. Завершился митинг минутой молчания в память о тех, кто так и не вернулся домой. Татьяна Шамбер, Чулпан Массалова, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока. Возложили цветы и в Бавлах. В честь памятной даты там состоялся митинг. Афганскую войну прошли около 120 бавлинских солдат. Один из них погиб. На аллее славы побывала и Айгуль Идиатуллина. Чтоб вовек не забыть. 34 года отделяет нас от того памятного дня, когда последний советский солдат покинул землю Афганистана. Ильшат Галяутдинов помнит те события, как будто это было вчера. Он начал свою службу в 1978 году. В начале 1980 года 19-летнего парня вместе с другими солдатами отправили в Афганистан. Там был назначен я командиром орудия ЗУ, зенитное орудие. Мы стояли в охранении над Кабулом, штаб полка охраняли. Виль Усманов участвовал в боевых операциях в составе десантно-штурмовой бригады. Прекрасный день, очень памятный день. Тут мы встречаемся, видим друг друга, узнаем, кто среди нас еще остался. Военный конфликт в Афганистане длился более 9 лет. В Бавлинском районе сейчас проживают около 90 участников тех событий. Но между собой таких крупных сборов особо, конечно, не проводим. В принципе, наверное, и смысла нету. Но ездим по могилам там хотя бы раз в год. О подвиге воинов-интернационалистов знает и молодое поколение защитников. На памятный митинг также пришли школьники и юноармейцы. Память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива.
пока мы об этом помним. На митинге к участникам боевых действий со словами благодарности за их отвагу и мужество обратились депутат Госсовета Республики Татарстан Леонид Якунин, глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров. В этот день мы не только отдаем дань памяти погибшим, но и выражаем признательность и благодарность всем, кто прошел путь войны до конца и вернулся домой. Благодарим вас за мужество, стойкость и отвагу. Почетной грамотой главы были отмечены афганцы Марсель Валиахметов, Александр Гнебедин и Сергей Зарытов. В завершении митинга память воинов-интернационалистов почтили минуты молчания и возложили цветы к памятнику. Айгуль Хусайнова, Айгуль Идиатуллина, Булат Минязов. Новости Юго-Востока. Также сегодня в Альметьевске почтили память Мусы Джалиля. 15 февраля, со дня рождения татарского поэта, героя Советского Союза, исполнилось 117 лет. На площади у стелы Мусе Джалилю состоялось возложение цветов. Собравшиеся читали его стихи. Почтить память поэта пришли жители города, школьники, писатели. Главный подвиг Мусы Джалиля не только в том, что это был герой, фронтовик. Главный подвиг еще и заключается в том, что он один из многих фронтовых поэтов, писателей, которые оставили память о том времени и память о людях, которые были в то время, одержали победу. Любовь и преданность Родине важны в любое время. Благодаря силе своего слова и храбрости Муса Джалиль стал примером для многих поколений. В годы Великой Отечественной войны поэт оказался в немецком плену, где продолжал писать стихи об отчизне и ужасах войны, даже будучи приговоренным к смерти. Пусть его пример послужит действительно символом того, что в какой бы сложной ситуации человек ни находился, есть возможность оставаться человеком, героем, патриотом, и место для подвига есть всегда. Столетний юбилей сегодня отмечает ветеран Великой Отечественной войны Анна Моисеева. Она одна из 3 ветеранов Великой Отечественной войны, которые сегодня живут в Заинске. Анна Моисеева ушла на фронт добровольцем в 18 лет и дошла до Берлина. Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор помнит май 45-го и мечтает еще раз побывать на Курской дуге. Я добровольно ушла. Я ходила, 10 классов кончились, война началась. 18 лет после курсов медсестер Анна Моисеева попала на фронт. Домой смогла вернуться только зимой 45-го, пройдя войну от Москвы до Берлина. Для скольких раненых солдат она стала ангелом-хранителем, одному Богу известно. И спустя десятилетия ничего не забыла. Память не отпускает того страшного времени, бок о бок со смертью. Мне охота было вот на Курскую дугу посмотреть. Какой бой там шел. Ой, страшно было. Ну, не боялась. Потом меня увезли вот в Берлин брать. Старики все меня жалели. Дочка, на смерть идешь. В полевом передвижном госпитале Первого Белорусского фронта встретила победный май 45-го. Чудом до сих пор сохранились в домашнем архиве черно-белые фотографии с улиц Берлина, где на стене Рейхстага она ставила надпись «Анна Мачтакова» по фамилии в девичестве. Фотографировались. Возил нас немец на экскурсию. Кончилась война. Берлин, все, вот мы расписались на Рейхстаге. И вот давайте, говорит, снимемся вот около памятника. Я сейчас жалею, Бранденбургские ворота мы не сфотографировали. Дождь пошел. Сколько вам лет здесь? 22. 22 исполнилось, и меня увезли в Берлин брать. Благодарность от командования в Берлине ей вручал лично маршал Советского Союза Георгий Жуков. Мать души рада, Анна Ивановна, вас поздравить. Ветеран Великой Отечественной войны Анна Моисеева 15 февраля отметила 100-летний юбилей. Глава Заинского района Разиф Каримов вручил подарки и передал поздравления от президента России Владимира Путина и раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Это на память. Дети посчитают вам.
40 лет жизни ветеран Великой Отечественной войны Анна Моисеева дала работе в Заинской ЦРБ. Она еще и краевед на общественных началах, одна из основателей Заинского краеведческого музея. Несколько лет назад у подъезда, где живет ветеран, появилась вот такая табличка, в котором говорится, что в этом доме живет ветеран Великой Отечественной войны Анна Ивановна Моисеева. Сегодня в нашем городе 3 дома украшают такие таблички. И все ветераны отметят в этом году 100-летний юбилей. Всех поздравляющих квартира не уместила, но Анна Моисеева нашла силы и вышла к подъезду, где ветераны Великой Отечественной войны приветствовали троекратным «Ура». 2 коротких, 1 протяжный. Гип-гип! Ура! 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 Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Юго-Востока. Хотите не только смотреть новости по телевизору, но и читать их в газете? Это возможно с подпиской на Знамя труда и Альмет Танаре. Оформить ее можно с любого месяца в почтовом отделении, на сайте Почты России или через портал Госуслуг. Действует и редакционная подписка по выгодной цене. Спешите подписаться сами или сделайте подарок близким, подписав их на любимые издания. Телефон для справок 44 05 88. Больше новостей вы сможете найти на нашем сайте. Пишите нам в соцсетях и напрямую в мессенджере WhatsApp. Связь редакции стала проще и в Телеграме. Свои новости вы можете присылать в удобный чат-бот. Найти ссылку сможете на нашем канале в мессенджере в закрепленном сообщении. Это еще не все. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. Чтобы не было беды. Пожарные инспекторы из Бавлов вышли в рейд. Статистика возгораний и их основные причины. Станция «Военный граммофон», азбука Морзе и другие приключения лениногорских студентов. Соревнования на военный лад. После игры обед на полевой кухне и подсчет результатов. Кто оказался самым быстрым, ловким и эрудированным? В Бавлах проходит профилактический рейд жилища. Сотрудники межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы беседуют с горожанами о пожарной безопасности, информируют о номерах экстренных служб, осматривают места общего пользования. Вместе с сотрудниками пожарной службы в рейд отправилась и съемочная группа. Когда из дома вы уходите, не оставляйте включенные электроприборы. Нурислам и Гульсум Кагировой внимательно слушают советы старшего инспектора. По словам супругов, они стараются соблюдать простые правила пожарной безопасности. Мы люди пожилые. Каждый раз, когда уходим из дома, мы выключаем газ. Из розеток убираем электроприборы. Остается только холодильник. Соблюдаем и будем соблюдать. Пожарные регулярно проводят обходы горожан с напоминанием о соблюдении правил пожарной безопасности и вручают им памятки. Алсу Рамазанова также живет в многоквартирном доме. Она делает все возможное, чтобы уберечь себя от пожара. У нас вот в доме, конечно, газа нет. У нас электричество уж в основном, поэтому всегда уж стараемся выключать все, не оставлять дома, потому что в основном одна только. В случае чего, очень страшно, не дай бог. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году в Бавлинском районе количество пожаров увеличилось. Если в прошлом году за этот период произошло 3 пожара, то в этом году 5 пожаров. Поэтому просим всех жителей Бавлинского района соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Специалисты напоминают, при пожаре необходимо сразу звонить по телефонам 101 или 112. Айгуль Хусайнова, Булат Минязов, новости Юго-Востока. Лениногорские студенты приняли участие в военно-патриотической игре «Адмирал». 6 команд состязались в меткости, ловкости, быстроте, знании военной истории, основ оказания первой помощи и не только. Эстафета из нескольких этапов проходила на площадке Лениногорской автошколы ДОСААФ, которая была одним из организаторов игры. Такое ощущение, что это аудиокнига, наоборот, а не песня. Едва уловимый мотив. Известная песня «Журавли» в исполнении Марка Бернеса в обратной перемотке. Задания на станции «Военный граммофон» командам дались непросто. Во втором раунде, например, нужно было расшифровать азбуку Морзе. Военно-патриотическая игра «Адмирал» включала в себя 8 испытаний. В Лениногорске она проводилась впервые. Участники на скорость собирали и разбирали автомат, состязались в стрельбе, сдавали военный экзамен. Мы вытягивали билеты, и там были задания на обмундирование, допустим, различных воинов и различные
танки, названия. Ну, у нас вручали мальчики. Команде Лениногорского нефтяного техникума повезло. В ее составе был выпускник кадетской школы. Поэтому участники без труда отвечали на разные вопросы. Например, про Вторую мировую, военное обмундирование, армейские звания и даже историю автомата Калашникова. Когда его ставили на учет, на воинский учет как оружие, то его исследовали по 3 параметрам. Как он действует с песком, как он под водой держится. И после этого он выдерживал и дальше стрелял. Ангелина Докшина была куратором на одной из станций. Специалист Лениногорского молодежного центра является автором военно-патриотической игры «Адмирал». С этой идеей девушка выиграла грант Всероссийского конкурса молодежных проектов. Мы подключили сюда интеллектуальную часть, и спортивную подготовку, и станции на дедукцию, на музыкальный слух, чтобы было полное разнообразие, но все это объединяется тем, что это все на военную тематику. Но военную тематику мы взяли не только Великую Отечественную войну, но и время войны в Афганистане. Эта локация называется «Полоса препятствий». На деле настоящее минное поле. Вариант прохождения только один. Вот попробую сейчас пройти. А куда бы наступить-то? Сюда. Мина. Не прошла. Пройти по минному полю с первого раза удавалось не всем, но ребята с упорством настоящих бойцов искали единственно верный выход. В конце полосы представители команд должны были попасть гранатой в импровизированный танк. К обеду тем временем вовсю готовилась полевая кухня. Топится самоходная кашеварня дровами. С помощью прицепа этой модификации при желании можно накормить роту солдат. А проголодавшихся студентов тем более. В итоге по количеству набранных очков первое место заняла команда Лиги студентов Лениногорска, на втором – нефтяной техникум, на третьем – музыкально-художественный педагогический колледж. Следующими в игру сыграют команды школьников. После этого участников ждет гранд-финал, где встретятся 4 лучшие команды, которые поборются за звание абсолютного победителя. Наталья Лакомкина, Николай Орехов, новости Юго-Востока. В Альметьевске состоялся первый студенческий фестиваль футбола, объединивший в себе киберспорт, турнир по мини-футболу и игровые фристайлы. На поле вместе с парнями вышли и девушки. Одни участники считают этот спорт настоящей работой, другие находят в нем радость победы и учатся командному взаимодействию. Подробнее в сюжете. Не самая обычная игра. На площадку вместе с парнями выходят девушки. Это первый студенческий фестиваль футбола «Стрит-футбол», в котором объединили сразу несколько видов соревнований. И участие прекрасной половины – обязательное условие мероприятия. Проект был запущен в 2019 году. Тогда начинали состязаний по мини-футболу. Отдельно устраивали кибертурниры. В рамках фестиваля мы все это объединили. Наш фестиваль состоит из 3 локаций. Это турниры по мини-футболу, челленджи, так называется футбольный фристайл, и киберспортивный турнир по FIFA. И будет общий командный зачет. И также мы отметим лично спортсменов, которые будут заняты первые места в личных видах. Участниками стали студенты очных отделений. Всего заявилось 6 команд. Одна из них – сборная политехнического техникума, за которую на этих состязаниях играет второкурсник Амир. Юноша 7 лет в рядах футболистов, хотя начинал с хоккея. Но, попробовав раз сыграть с мячом, сделал выбор в его пользу. Он играет за команду футбольного клуба «Алмет». Пока я нигде не получал такие эмоции, как в футболе. То есть это победа, этот гол важный. На последних минутах бывало, мы забиваем. Когда вот выиграем кубок, но это все равно очень бешеные эмоции. Бывало даже у нас игрок терял сознание того, что мы как бы забирали кубок. Вот такие настолько сильные эмоции. Парень считает, что футбол – это работа. Если ею заниматься добросовестно, обязательно добьешься успеха. А его соперница, нападающий и защитник Дарья из команды торгово-экономического техникума, считает игру с мячом тем, что приносит радость и помогает развить свои способности. Участвуем в подобных мероприятиях не в первый раз, занимаем призовые места. И, в принципе, я очень люблю свою команду. И спасибо большое Лиге студентов за то, что организовывают подобные мероприятия, на которых мы можем проявить себя и свои таланты. В детстве она начинала играть с мальчишками в дворовый футбол. Продолжила выходить на спортивное поле в школе, а теперь оттачивает навыки в техникуме. По ее мнению, все игроки на поле равны, вне зависимости от пола. Сначала уже знакомство, они смотрят, что как, что умеешь и так далее, а потом уже делают свои выводы по поводу игрока. Никого не выделяют.
играю. То есть, команда есть команда. Тут главная игра. В каждой команде по 10 человек. Пока 6 бьются за победу в мини-турнире, по 2 игрока с каждой сборной выходят на футбольное поле виртуально. А в перерывах между играми еще по 2 человека с командой соревновались в футбольном фристайле. Организатором футбольного фестиваля стала Лига студентов при поддержке Управления по делам детей и молодежи и Управления по физической культуре, спорту и туризму. Хотите больше новостей? Заходите на наш сайт almetis-ru.ru. Новости в удобном формате в нашем телеграм-канале, где вы можете поделиться вашими новостями, задать вопрос или оставить комментарий. ЮВТ-24 всегда на связи. Написать нам можно в соцсетях и по мессенджеру WhatsApp. На этом у меня все. Увидимся в эфире.